Он стоит в самом сердце тундры. О нем снято сотни гигабайтов фильмов. В России его имя слышали все. Республика Коми, Воркута, самый северный город в Коми. И это супер позитивный и самый клевый выпуск про Воркуту. С белым букетом из дымных роз бежит паровоз, летит паровоз. Во время Великой Отечественной войны Воркута стала для страны городом-шахтой. Самая глубокая шахта в России. Шахта Комсомольская. Во имя победы на воркутинском угле плавили металл. Тысячи человек трудилось на шахтах, адским трудом добывая уголь. История и память о шахтерах, о сложнейшем труде на шахте сохраняется в здании Воркута-Уголь, в самом стильном музее города, музея шахтерской славы. Старейшее предприятие Воркута-Уголь – это шахта Воркутинская. Она образована из двух шахт. Это шахта номер 40 и шахта Капитальная. Самая старейшая шахта Воркуты. Далее мы видим с вами то, как выглядит у нас ордена шахтерской славы с 1 по 3 степень. Когда шахтер получает все 3 степени, он становится кавалером шахтерской славы. Уголь отправляли в Ленинград – это маленькая кроха, потому что Воркутинский уголь также шел на железные дороги, на металлургические предприятия, в порты. То есть он в сам Санкт-Петербург отправляли не так уж и много, в общем количестве, если смотреть. Именно на этом паровозе 28 июня 1944 года доставили первый эшелон в помощь освобожденному Ленинграду. Всего горняки обещали 10 эшелонов доставить, но горняки обещания не сдержали и добыли целых 14 эшелонов угля, а железнодорожники доставили их в Ленинград. Сегодня главный праздник для воркутинцев, жителей Воркуты. Празднуем День шахтера. 27 августа во всей стране празднуется День шахтера. Вот работники и ветераны Воркута-Уголь идут по главной улице Воркуты. Сегодня целый день будем праздновать. Главное, чтобы дождь быстрее закончился. Да, вы подумайте, что эта машина очень странно выглядит. Так проводит конкурс автодизайна шахтерский наряд. Поэтому ничего странного в этих машинах нет. Вот имитация шахты. Можно представить, что мы под землей изучаем машину для демонтажа механизированных комплексов. Перемонтаж добычного комплекса – одна из самых сложных в добыче угля. Оу, что-то очень шумно стало, а это приближается вагонетка какая-то с углем, наверное. Будем снимать. О-хо-хо. Организаторы мероприятия и градообразующие предприятия Воркута-Уголь очень душевно и кропотливо подошли к организации праздника День шахтера 2023. Это мне как гостю города ценно. Спасибо вам. В сентябре 2021 года президент России присвоил городу Воркута звание города трудовой доблести. Ой, что-то я тут разговорился и пошел дождь. Погода сегодня как-то не очень радует. Закадровый голос все за меня расскажет. Звание «Город трудовой доблести» стали присваивать городам с 2020 года. Это как один из способов сохранить память о жителях, которые совершили трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны. Чтобы городу Воркута присвоили звание «Город трудовой доблести», большое участие принимал Руслан Исамагомедович, местный житель. С ним и поговорим. Вы знаете, это общественные организации, коллективы, и вся республика участие принимала. С первой попытки удалось звание получить? Нет, мы же говорим, повторно мы обращались, нам первый раз не присвоили, и второй раз я на сессии Госсовета, коллеги поддержали, и общественные организации города поддержали. На самом деле это гордость и для нас честь, когда наконец-то установили такой красивый памятник для... Он, кстати, очень стильный, и мы такие в городах других не видели. 80 лет для Северного театра. Это много или мало? Позади меня стоит Воркутинский драматический театр имени Бориса Аркадьевича Мордвинова. А все начиналось с обычного кружка при тюрьме во времена ГУЛАГа. 8 августа 1943 года был подписан приказ о создании театра. Первую труппу театра возглавлял Борис Мордвинов, бывший художественный руководитель Большого театра СССР, попавший сюда по 58 статье. Весь день актеры играли в театре, а на ночь их уводили под конвоем в общий барак.
Парк культуры и отдыха в городе Воркута. Рыбки плавают. Настоящие патриаршие пруды, как в Москве. Ну, выглядит вообще супер аутентично, супер эксклюзивно. Такие двери дома хотела, да-да. Да-да-да. В Воркуте есть очень даже приличное заведение. Ресторан «Ролл». Там можно попробовать еду традиционной кухни, блюда из оленины. А мы любим суши, поэтому заказали сет японского блюда. Очень вкусные, аппетитные, а самое главное, мы заплатили не за килограмм риса. Рыбу тут не жалеют. Много рыбы. Ом-ном-ном. Это улица Народная, 8, квартира 57, на втором этаже. Вот балкон, который сам остеклил своими руками. И она, смотрю, надежно сделана. Мы были на Крупской бараке, нам потом дали здесь квартиру. Квартира, которая была светом, которая была тепло, холодной водой, горячей водой. За водой не надо было ходить в колонку. Когда ты живешь в каких условиях, когда ты переходишь в такую квартиру, это просто не передать словами. Наверное, это было вот счастье. Поселок Северный расположен в 10 километрах от Воркуты по Воркутинскому кольцу. Когда-то здесь работала шахта, кипела жизнь. Но в 2016 году на шахте случилось 2 взрыва. Шахту вынуждены были закрыть. После взрыва на шахте Северный в 2016 году установлен мемориал всем погибшим во время этой катастрофы. В Воркуте есть такой термин, как Воркутинское кольцо. Вот оно позади меня, на доме. Там подпись, написана схема автобусных маршрутов. А так на этом кольце находятся все шахты, поселки при шахте, которые созданы. Стоит отметить, что это единственная дорога вокруг Воркуты. Приехать на автомобиле или уехать на нем в Воркуту не удастся. Зато можно прилететь на самолете, либо добраться поездом. Крайне сложная логистика не повод обделить северян благами цивилизации. Это проект Руслана Магомедова и его команды. Торговый центр «Мир». Благодаря этому сооружению воркутинцы, так же как и жители средней полосы России, могут покупать здесь и сейчас качественную одежду, косметику, книги и пользоваться многими другими услугами. Город Воркута должна стать опорным населенным пунктом Арктики. Их функции какие? Внешняя и внутренняя защита, а также развитие экономики. Проект «Мир» успешно выполняет эту цель. Много сил и финансов уже вложено, и команда Руслана продолжает вкладывать. В торговом центре «Мир» прямо на террасе будет ресторан со собственной кухней. Воркутинцев торговый центр скоро приятно удивит. Вот уже ремонт идет полным ходом. Конечно, создавать такие большие, великие проекты – это дело трудное, оно приходит не сразу. Вот есть книга у Руслана Магомедова «Никогда не сдаваться». Тут написан его путь от того, как он начинал шахтером, как он открыл первый бизнес. Автор книги Любовь Воробей. Воркутаса Арктический горно-политехнический колледж. Стоит отметить и про образование в Воркуте. Тут можно получить и высшее, и среднеспециальное образование. Также для детей есть специальные кружки, спортивные секции. Как я уже говорил, Воркута – это северный город. У воркутинцев эта красота на ладони. Можно организовать туристические маршруты в тундру. Но об этом поговорим в следующих видео. Сейчас затронем проблемы Воркуты. Ну, проблема, наверное, вот вы видели, это дороги, в первую очередь, да, вот поселок, это кольцевая дорога в ужасном состоянии. Это наши каждый день, которые ездят автобусы, скорая помощь, вспомогательные службы, шахтеры, военные. Их нужно асфальтировать, привести в порядок. Ну, второе, это все знают, это Усинский водовод, тоже изношенный.
До конца 60-х годов 20 века город обеспечивала водой река Воркута. Но холодная зима 69 года, когда река промерзла до дна и город находился на грани замерзания, вплоть до вопроса об эвакуации, заставила принять решение о строительстве нового Усинского водовода. Река Уса, город Воркута. На сегодняшний день объединение Воркута-Уголь выделено 100 миллионов рублей для проектирования сметной документации. Как только документы будут готовы, появляется у республики и города повод обратиться в Российскую Федерацию, чтобы нам помогли строительством, потому что в бюджете республики таких денег нет. Как вы думаете, как нужно привлекать молодежь в арктические зоны? Все-таки арктические зоны — это же стратегические зоны для России, и нужно, чтобы они были заселены, чтобы там работали. Ну, при Советском Союзе был там, вы, наверное, не помните, Генрих, но еще когда я учился и в техникуме, и в дальнейшем и в институте, как бы там был первый пояс, второй пояс, даже продукция как бы была для севера, она дороже. И шахтеры получали повышенные пенсии и приезжали сюда честным трудом зарабатывать. И на самом деле тогда зарплата шахтера позволяла и выехать в отпуск, и эти деньги еще нам оставались. Сегодня уже не такая высокая зарплата. После окончания наша молодежь уезжает, потому что такие же зарплаты они получают в средней полосе. А если вот вдруг случится так, что все уедут с Воркуты, вы все равно останетесь тут? Ну, наверное, один из последних, как говорит, командир корабля покидает последний, как бы я считаю себя воркутинцем. Мать привезла, и мать умерла здесь. И, наверное, это судьба, раз она оставалась ради нас здесь, и отдать тоже, что от меня зависит. Ну, тогда работали на шахте, добывали уголь, который необходим был для экономики, для Родины. Но сегодняшний день я и как и депутат, и предприниматель свою деятельность веду в Воркуте и буду, наверное, находиться там до последнего, сколько Бог даст. Я не знаю, это все в Всевышних руках. Благодаря таким неравнодушным людям, как Руслан, и держатся наши города и села Республики Коми. Еще один проект, куда Руслан Исамагомедович вкладывает очень много сил и ресурсов, это постройка мечети в городе Воркута. Много о ней говорить не буду, впрочем, сами посмотрите, какая масштабная стройка идет. В центре Воркуты совсем недавно возведен новый храм святой великомученицы Варвары. Варвара является покровительницей людей опасных профессий, в том числе шахтеров. Поэтому она была избрана святой, в честь которой построен храм. С верой в будущее работает торговый центр «Мир». Строится новая мечеть. Недавно возведен храм. Человек без веры жить не сможет. А значит, и мы верим в Воркуту.